Все парни говорили, а он особенно, что ли? Мой отец. Участница под номером 3 Коби любит фотографировать жизненное кредо. То есть с радостью дать свое пожелание. Ангелина Латан, участница под номером 4 Коби танцует, ходит в модельное агентство. Жизненное кредо, никогда не сдавайся. Поднялась флаг. Участница под номером 5 Коби любит шить. Жизненное кредо лучше поздно, чем никогда. Долма, Луна, агентство, жизненное кредо, не бойся быть не как все, и всегда требует как ты.
нормальный такой. Ребята, аплодисменты нашим участникам! Отлично! Девушки являются организаторами этого конкурса. Арслан, тебе не кажется, что мы с тобой забыли представиться? Действительно, мы забыли перед вами представиться. Хочу представить вам свою партнершу, ведущую вторую. Мисс 2015 года! Голосарян Луиза! А также я хочу представить вам выпускника нашей школы, мистера, но он просил не говорить его нацию. Трюша Злата! Давай поаплодируем! А теперь я бы хотела узнать у вас мнение о нашем конкурсе. Итак, только вы не бойтесь микрофона. Я буду к вам подходить, и вы будете говорить пару хороших слов об этом замечательном конкурсе, так как в этом году он проводится уже 5-й раз. Юбилейный год можно так назвать. Итак, кого же победить? Я год май, 10 В. Этот конкурс прям такой классный. Классный, не хватит, хорошо. Аиза. Я тебя видел, вот такая прелестная Аиза жёлтая. является второй лицей школы 2016 года. Давайте поаплодируем ей. Ну, лично мое мнение, Алло. Ну, достойные это Ринчин, Салтяков, Кирилл, Давыд, но они прям рвутся. А из девочек это Ангелин, из девочек все, серьезно. Все лучшие. Я стесняюсь. Спасибо. А теперь я бы хотела предоставить слово учителю алгебры и геометрии Тимониной Ирине Викторовне. У меня 2 дочки. Да. И сыночек. Аюна, Чили и его. Зовите Василия. Маме мисс школы 2016 года. Эти все дни готовились, так как Алтынсай стала мисс школы, это, наверное, и ваша заслуга. Неожиданно. Давайте поаплодируем Я, конечно, да, переживаю всегда, во всем поддерживаю свою дочку, она у меня самая старшая. Алтысайка в 2005 году начала выступать на всех конкурсах. Она впервые получила мини-мисс, она тоже была, получила номинацию «Приз зрительской симпатии». Да. Вот. И каждый год, чем бы Алтысайка не занималась, я ее всегда поддерживаю, вначале не спим, ругаемся. Поэтому и в этот день она меня очень просила, чтобы я присутствовала. Я все отменила, я учебу отменила, все дела отменила и вот присутствую здесь. Мне очень нравится, чем бы эти дети не занимались. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что вы приняли такую прекрасную дочь, которая организовала этот конкурс. Аплодисменты! Смелая юноша. Меня зовут Артем, но все называют меня Никита, но может не важно. Я пришел, хоть и 5-й год проводится этот конкурс, я пришел в первый раз поболеть за своих сестренок, это Юна и Чинды. Я очень переживаю за них, надеюсь, кто-нибудь из них победит. Скажите, пожалуйста, чем именно... Нет. Изюминка этого конкурса? Какая изюминка? Есть ли такая изюминка? Изюминка этого конкурса, мне кажется, в том, что
Хотелось Попросите Аизу повторить. Не слушайте Аизу, она ничего не выиграла в прошлом году. Не надо ее слушать. Все. И суть конкурса в том, что, наверное, помогают выпускники прошлых лет. Это, ну, мне кажется... Да, возьми мой. Суть в том, что помогают выпускники очень лет. Прошлых лет это очень помогает участникам конкурса. Спасибо. В других школах такого конкурса вообще нет. Ну что? Согласны с ним? Давайте. Желаю всем участникам удачи. Аюна Тигр! Итак, сейчас мы узнаем у каждой пары, кем они являются и из чего был сделан их костюм. Итак, первая пара Сарыко Юна и Салчаков Дайбуха. Давайте поаплодируем! Просим вас пройти в середину нашего зала. Расскажите, пожалуйста, нам, кем вы является ваша пара? Мы являемся бегемотами. Взяли мы идею из мультфильма «Мадагаскар». Давайте поддержим участников, они волнуются. Наш костюм сделан из поролона, как вы видите. У нас все не срослось, у нас краска. Так, люди не хотели краску, ну ничего, так тоже можно, нормально. Итак, встречаем пару под номером 3. Итак, расскажите нам, пожалуйста, кем вы являетесь? Мы являемся тиграми. Я бы сказала, что вы кошки. Расскажите нам, пожалуйста, из чего изготовлен ваш костюм? Он изготовлен из ткани. Хорошо. А почему вы решили выбрать именно тигров? Амурский тигр, он же занесен в Красную книгу как бы. Вот и символично этому мы выбрали тигра. Так, мой братан тигр, все дела. Тигр. У меня имя как раз Арсенальное, означает лев. Ну, коллеги. Проводим аплодисменты Спасибо. и третью пару. Пара под номером. 5. Тамдан Карасал и Шаньялай Суар. Какой у вас красивый костюм, Шончалай. Не подскажете, кем вы являетесь? Бабочка. А я думал, вы ангел, а он чё? А кем вы являетесь? Расскажите нам, пожалуйста, из чего был изготовлен ваш костюм? Из салфетки бумажной. Кто вам помогал изготавливать этот костюм? Брат, отлично. Давайте поаплодируем пятой паре. Я стороны хочу сказать, что... Я этот авангард делал с сестрой вчера вечером. Алло. Короче, всю ночь было жестко, короче. Этот авангард сделан из мусорного мешка. Не только. Итак, я вижу двух ангелов. Ангела Чарли. Пара под номером 7. Скажите, пожалуйста, кто? Вы действительно ли ангелы? С небес? Нет, мы не ангелы. Мы голуби. Почему мы выбрали эту птицу? Потому что голубь – это символ мира. А чего мы хотим? Мира во всем мире. Давайте поаплодируем. Мы сделали это из ватмана, бумаги А4
и двухстороннего скотча. А платье из чего сделано? Из ткани. Хорошо, спасибо, 7-я пара. Просим вас. Бурными овациями встречаем пару под номером 6. Расскажите нам, пожалуйста, кем вы являетесь на Лерате? Мы являемся самыми красивыми учителями Земли. Сподлинами. Отлично. Расскажите нам, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту тематику? Это символ богатства, благородности и бессмертия. Хорошо. А из чего был изготовлен наш костюм? Расскажите нам, пожалуйста, материал. Мы изготовили из залона баллончиков с краской зеленого, золотого, красного цвета. И немного добавили искусственных перьев воду. Отлично, спасибо, 6-я пара, Винчи. Хочешь что-нибудь сказать про свой костюм? Нет? Ну хорошо. Нет. Он должен что-то сказать. Все парни говорили, а он особенный, что ли? Да? Давай, Ричард, не волнуйся, скажи что-нибудь. Все классно, все замечательно, видите, как все проходит. Спасибо, Ричард. Спасибо, давайте проводим Ричина и Айзу. Следующая пара под номером 4. Здравствуйте еще раз. Расскажите нам, пожалуйста, кем вы являетесь? Мы барашки. Почему вы выбрали именно эту тему? Потому что мы такие же белые и пушистые, как барашки. Мы это еще проверим. У нас еще конкурс долго будет идти. Расскажите, из чего был изготовлен и как долго вы делали свой костюм? Это она делала. Хорошо, давайте поаплодируем паре под номером 4. Итак. Итак. Пара под номером 2. Поприветствуем. Так, пара под номером 2. Расскажите нам, пожалуйста, кто вы? Панда. Мы являемся пандами. Да, я угадал. Георг, расскажите, пожалуйста, из чего вы изготавливали костюм и как изготавливали? Костюм изготовлен из поролона и пуха. Расскажите, кто вам помогал изготавливать этот костюм? Мне помогали мои родственники. Одним из них являюсь я. Шайна, скажите, пожалуйста, почему именно панда? Почему именно панда? С каждым годом панда становится все меньше и меньше, поэтому они занесены в Красную книгу, поэтому мы хотим помнить этих прекрасных животных, и мы хотим, чтобы все люди были такими же добрыми и жизнерадостными. Спасибо. Замечательный ответ на мой вопрос. Давайте поаплодируем нашим участникам, потому что они постарались, сделали такие чудесные костюмы. Спасибо, ребята. Так, где же ваши аплодисменты? Я не слышала. Итак, проводим наших участников. Бурными аплодисментами. Какой целью вы сюда на этот конкурс пришли? Вы думаете победить? Скажи честно, да или нет? Кого вы считаете самым... Достойный оппонент. Да. Долма. А кто такая Долма? Кто такая? Это участница под номером 7. Все, давайте. Все, давайте. Да. Итак, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Шайдырия. Здравствуйте, меня зовут Георгий, 10 марта, класса, я кадетский класс. Давай по-русски говори, пожалуйста. С ударением желательно. Итак, первый вопрос от моего коллеги. Как отличить дурака от близнеца? Не, у вас спрашивают. Если
Если ночью есть нельзя, тогда попробуйте объяснить, для чего придуман свет в холодильнике. Почему нельзя ночью? Ну, вообще не требуется есть за 4 часа до сна. Почему придуман свет в холодильнике? Они точно навесимся? Почему мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь, но дикий ржач сдержать не можем? Вообще нельзя спить 3 вещи. Кашель, любовь и ржач. Следующий вопрос от Луша Руслана. Мистер, ответишь, да. Ой, простите, вице-мистера. Кем вы считаете, какую пар считаете вы наиболее опасным, самым таким опасным, жестоким противником себя? Каким вопросом можно озадачить идиота? Как объяснить иностранцу разницу между сделал и наделал? В общем. Спасибо. Можно я одна буду без этого звонка? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Итак, первый вопрос. Если ночью есть нельзя, тогда попробуйте объяснить, для чего придуман свет в холодильнике. Свет в холодильнике нужен, чтобы Видеть, какие продукты лучше. Ясно все видеть? Нет, ну подождите, если ночью есть нельзя, да, тогда попробуйте объяснить, для чего придуман свет в холодильнике. Утром наоборот рассвет. Ладно, следующий вопрос. Можно настоящий ответ? Нет. Почему в сказке про репку имя было только у собаки? Вы вообще читали сказку про репку? так-то и учим. Хорошо, каким вопросом можно озадачить идиота? Ты идиот? Ну, вопрос ты идиот. Почему все хотят, чтобы я хотел того, чего хотят они, и никто не хочет? Потому что это ты. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ангелина, чего вы ожидаете от мисс Мистера? Какая пара для вас представляет наибольшую опасность? Света? Всей страны, по-вашему. Почему в сказке «Репка» есть имя только у собаки? Почему придумали свет в холодильнике, если нельзя есть ночью? Понятно. До свидания. Представьтесь, пожалуйста. Я Дамдын Тарасов. Какую пару вы представляете? Итак, первый вопрос. Что же вы ждете от мисс Мистера? А вы? Я, конечно, садист. В таком случае, кого вы считаете самым сильным соперником для вас? Какая пара для вас представляет наибольшую угрозу? Его. Шутка. Смешная шуточка. Слишком много. Почему придумали свет в холодильнике, если нельзя есть ночью? Все понятно? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. И мы пара под номером 7. Сегодня мы проверим ваши интеллектуальные способности. Первый вопрос будет звучать от Душа Руслана. Если ночью есть нельзя, то попробуйте объяснить, для чего придуман свет в холодильнике. А вдруг днем шторы закроешь? Ты блондинка? Следующий вопрос. Как объяснить иностранцу разницу между сделал и наделал? Сделал, это значит уже сделал. А наделал, это наделал. Я неправильно отвечаю, что ли? Смотри, наделал, что мы сделал вот так. Почему мы можем подавить себе боль, слезы, злость, любовь, но дикий ржать? Чем отличается дырка от отверстия? Ну, различия какие? Вот дырка и отверстие. Дырка. Дырка это дырка. Так, мы бы хотели вас спросить, кто
является вашим... Главным оппонентом. Кого считаете наиболее таким опасным для вас соперником, оппонентом? Да, они то же самое сказали, но только наоборот. Ну ладно, все. Сейчас седьмая пара. Поприветствуем седьмую пару. Ура, 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 ура! Oh, yeah, yeah. Take off those heels, lay on my bed, like you're right there.
этот год загорятся огни. И мой город уснет, а во сне, знаю, сбудется все. А мне бы на миг поставить на паузу.